Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на вас. И мы с вами посмотрим, что о вас говорят, какой вас видят. И не только люди, но и силы, которые вас окружают. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какая вы интересная личность. Мои хорошие, отсыпка у нас общая, но заверяю вас, на этом видео лишних людей не будет. Информацию из этого видео увидят и получат только те, кому она адресована. Смотрите, здесь очень четко это показали. Во-первых, вот он ваш образ, и вот он ангел над вами. Видите? И второй момент. Здесь знак султана. Кто со мной давно, те знают про этот знак. Этот знак особенный, знак особо важного человека. Человека, которому все и вся покорится. Человек настолько мощный и могучий, всемогущий, что этому человеку все дороги, все пути и все сердца открыты. Поэтому смело заверяю, что лишних людей на этой отсыпке точно нет, не было и не будет. Информация найдет ту, кому она адресована. Ну, давайте начнем с вас. Вас показали в красивом платье. Рядом с вами показали с левой стороны людей, с правой стороны духов. А это верный знак того, что вы человек, который может жить между мирами, общаться между мирами. Вы славный человек, кого любят и уважают не только живые, но и мертвые. Ваш род всегда с вами, потому что вы яркий потомок и яркий представитель, надежда, будущее своего рода. Вы угодны небесам, потому что вот этот, видите, вот четко показали, не знаю, приблизить, видно вам или нет. Вот он, видите, ангел над вами в виде голубя. Крылья прям расставил, защищает. Это вы, это про вас, и это отношение небес к вам. Светлая сила вас очень любит, светлая сила вас оберегает и день, и ночь. Хотите верьте, хотите нет. Если бы этого ангела не было, никто не знает, какой бы была ваша жизнь. Либо, я бы могла сказать, но лучше я промолчу. Почему я делаю такие выводы? Чуть поодаль от вас здесь проявление зла, здесь проявление темной силы. Темная сила неустанно тянет к вам свои руки. Холодные, длинные, липкие, противные, злые руки. Тянет она не только через энергию, да, негативную энергию, но и через очень негативных и злых людей. И когда вы сами себя спрашиваете, почему так много неприятностей в моей жизни, почему так много негативных людей, ответ, он очень простой, лежит на поверхности. Потому что вы особенный человек, потому что вы богоугодный человек, потому что вы очень светлый человек. А зло, оно ведь не дремлет. Зло бросает все свои силы на то, чтобы таких людей, как вы, делать целью номер один. Для того, чтобы такие светлые души, как ваша, губить, понимаете? А губят как? Через разочарование, через боль, через обиды, через претензии, через ужасные там всякие
мытарства, которые вам устраивают, да, вот через это губят. Когда человек разочарован, когда человек начинает всех и вся ненавидеть, когда человек обижен на весь мир, он становится собственностью злых сил. Вот поэтому темные силы на вас и охотятся, а светлые силы вот этим вот ангелом вас защищают. И если бы этого не было, все было бы грустно и печально. Люди, которые вас окружают, по большей части это хорошие люди, добрые люди, подобные вам, но немножечко на более низких уровнях вибраций находятся эти люди. Чувствуя вашу силу, чувствуя вашу исключительность и особенность, эти люди к вам тянутся, как к более сильному, как к более просветленному человеку. В любую пору жизни рядом с вами всегда хотя бы один, но был человек, который был вашим и защитником, и покровителем. Это могло быть и явно, и тайно. Но всегда, в любом возрасте, в любом месте был кто-то, кто мог и готов был за вас заступаться. Кто мог даже в какой-то степени собой жертвовать, лишь бы вот вам помочь. Такие вот люди, как охранники, можно так сказать, да? Люди, которые чувствовали вашу исключительность, вашу особенность, и они как служителями вашими были. В любую пору, в любое время. Если вы вспоминаете, вы поймете, о чем я говорю. Это верные, преданные друзья, это добрые, любящие родители, это, возможно, какие-то люди, которые проникались к вам исключительно дружбой и любовью. Просто вспоминайте, и вы поймете. Хотя бы один да был, а у некоторых отыграется, что и несколько людей было. Ваши отношения, вы считаете, что вы обычный человек, вы считаете, что вы ничем от других не отличаетесь, вы чрезмерно скромны, вы чрезмерно хорошо воспитаны, очень деликатные, вы не любите выпячиваться, вы не любите лезть на рожон, вам не всегда удобно даже высказать свое мнение. Но в случаях, когда более слабым нужна помощь, либо защита, вас не остановить. Вы никого и ничего не испугаетесь. Вы борец за правду, вы борец за справедливость. Когда вы видите неподобные вещи, которые происходят рядом с вами, грубо говоря, вас они не касаются, но рядом с вами происходят, вы никогда не останетесь в стороне. И кто бы вам ни противостоял, вы без страха и укора на этих людей прям бросаетесь и побеждаете. Потому что ваша сила, она всегда с вами, и она более, чем вы могли бы себе ее представить. Это я тоже вижу. Так, теперь давайте поговорим в целом, да, со стороны людей, со стороны высших сил, со стороны духов вашего рода. Духи вашего рода возлагают на вас большие надежды, ведь вы должны что-то закончить. Может быть, вы должны закончить кармическое испытание, может быть, вы должны закрыть кармические долги, может быть, вы должны продолжить свой славный род, либо воплотить мечты вашего славного рода. У каждого, опять же, отыграется по-своему. Здесь на вас возлагают надежды, здесь за вами постоянно наблюдают, здесь вам и знаки, кстати, посылают, и ведут в каких-то местах, в сложных местах жизни вас действительно ведут, и вы, скорее всего, это чувствовали. Когда что-то шло не по плану, когда плохое хорошим оборачивалось. Подумайте, тоже поспоминайте. Я это вижу просто. И также вижу, что вы своей чистотой своих вибраций, да, поскольку вы очень благородный, честный и чистый человек, вы превзошли своих предков. Именно вами ваш род и славен получается. Вы один из самых выдающихся, да, представителей своего рода. И тех, кто были до вас, и те, кто есть сейчас, и те, кто еще будут после вас. Вы славный человек, и род вами гордится, любит и гордится. Но опять же ждут, что вы что-то завершите, что-то закончите. Тем самым дальше продвинете свою родовую ветку, либо избавите свою родовую ветку от каких-то, возможно, возложенных санкций, наказаний. В этом вам, конечно, придется разбираться самостоятельно, потому что это общая отсыпка. Я не могу выудить эту информацию, да, в общем потоке. Там много чего может быть. Либо обратитесь, например, на прием к эзотерику, который сможет с вами на эту тему поработать.
Так, со стороны людей. Со стороны людей у вас как две крайности. Либо люди очень хорошо к вам относятся, с большой любовью, да, нежностью, с большим желанием вам помочь, услужить, всегда быть рядом. И вторая крайность – это ненависть и зависть. Постоянная вот ненависть и зависть. То есть нету каких-то пограничных людей, да, нет вот этой середины, да, нейтральных нет, равнодушных нет. И это, кстати, тоже о многом говорит. То есть вас либо любят, либо вас ненавидят, да, не принимают. Ну, не буду говорить ненавидят, да, не принимают, вам завидуют. И с этими двумя крайностями вы живете, ну, буквально с самого-самого своего рождения. Вот, ну, если есть такая возможность, да, вспомните свои там прям самые ранние годы, там детский сад, там начальная школа, как к вам относились люди. Хорошие всегда были рядом, а плохие всегда были оппозицией, да, которая пыталась все время шпынять, обижать, обзывать, да, и вы вроде ничего не делали, вы никого не провоцировали, но ваша энергетика, она ощущается, причем ощущается в любом возрасте, на любом уровне. Вижу, что много вы плохого в жизни повидали. Вижу, что много неправды было, много предательства, обмана было. И вы ошибались, и вас ошибались. Это тоже я вижу. И еще я вижу, что какому-то очень плохому человеку вы помогли встать на путь исправления. Что конкретно, я не могу сказать. Да, опять же, общее. У кого-то отыграется, возможно, что человек там злобствовал, у кого-то пьянствовал, у кого-то катился по наклонной. Да? Вот кому-то вы очень здорово помогли, вот как будто бы вот душу спасли, да? Погрязшую во зле душу вы спасли, это точно показано. Что говорят о вас хорошие люди? О том, что вы славные, о том, что вы пример, что вы образец, что на вас нужно равняться, что вас нужно оберегать, что вы даже в какой-то степени, ну вот наивный человек, да, вы всегда видите добро, вы всегда видите позитив, опять же, боретесь за правду, что вас нужно оберегать, что вы очень романтичны, что вы очень ранимы, что у вас очень светлая душа, и иногда вот эти вот ужасы, реалии нашей жизни, они вам, ну, грубо говоря, противопоказаны. И когда добрые люди не договаривают вам все до конца, вам не стоит на них обижаться, ведь они это делают с целью, по их мнению, вас защитить. Защитить от какой-то ужасной правды жизни. То есть слишком вы для них особенная и хрупкая, да, и не хотят, чтобы вы воспринимали так близко к сердцу какие-то ужасные вещи, которые повсеместно, к сожалению, происходят в нашем мире. Хорошие люди, они всегда рядом, и они к вам действительно тянутся, прям душой тянутся. И вы очень легко и быстро можете с такими людьми подружиться. Вам приятно, вам легко. Вы понимаете, что вы среди своих. К сожалению, не так много этих людей вокруг вас, но тем не менее, пусть немного, но опять же, все свои, все родные, все близкие. Плохие люди по большей части начинают свое противостояние с вами из-за зависти. Ну, потому что вы особенная, и это чувствуется, это видно. Вы ни на кого не похожи. У вас какой-то особый и взгляд, и вкус, и отношения, и тембр голоса, и повадки, и поведение. Опять же, вы не жалуетесь, вы никого не критикуете, вы никого не оскорбляете, вы никого ни с кем не сравниваете, вы ни в кого не тыкаете пальцами. Вы ведете себя не так, как они. И вот это отличие, оно очень разительно, ну прям на поверхности лежит. Да? Тут даже не надо глубоко копать, уже видно. Да? Вот. Там, где люди начинают сквернословить, вы, например, наоборот, там, будете молиться, допустим. Либо где люди начинают там, опускаться до оскорблений друг друга, вы выходите из таких разговоров, вы не опускаетесь до такой, ну вот, грязи, да, чтобы с кем-то друг друга оскорблять. Но, опять же, вы хоть и добры, но вы умеете себя защитить. Вы не жертва обстоятельств. Вы человек, который живет свою жизнь. Вы ни под кого не косите, ни с кем себя не сравниваете и ничьими путями не следуете. У вас свои убеждения, у вас своя ментальность. И этим дурным людям это тоже не нравится. Не нравится, потому что они на это не способны. Потому что они все ведомы злом, ненавистью, завистью, всякими такими, знаете, низкими вибрациями. И, конечно, как любому злу,
добру противно. Поэтому и происходит эта агония, поэтому происходят эти гонения на вас, происходят все эти стычки, происходит эта зависть, ненависть и придирки к вам. Но вы очень терпеливы, чем доканываете этих людей в прямом смысле слова. Они ведь вас провоцируют, чтобы вы показали свою темную сторону, а вы им, наоборот, только свет показываете. А для них же это так больно, так противно, так прям невыносимо. Вы своей добротой плохих людей вот прям ежедневно, ну, можно сказать, наказываете, да, тем, что вы до зла не опускаетесь. Высшие силы. Высшие силы вас хранят, как я уже сказала, да, потому что вы очень особенный человек. И вам досталась не самая легкая судьба, к сожалению. Очень много испытаний выпало на вашу долю. И очень много, опять же, зла вмешивалось в вашу жизнь. Ну, потому что вас искушали, потому что вас хотели сбить с правильного пути. Потому что для зла вы были очень такой манкой, не буду говорить приманкой, да, вы скорее как желанной добычей были, да, для зла. Зло охотилось за вами, прям по пятам ходило, в затылок дышало. И вот этих скверных людей к вам подсылала. И даже тех, кому вы верили, доверяли, как будто бы с ума сводила. Люди как одержимые становились и причиняли вам боль. Но вы всех прощали. Вы всех прощали и отбивали эти нападки зла. Высшие силы сокрушаются по поводу тех испытаний, которые вам выпали, но будьте уверены, что высшие силы очень много ужасных вещей просто отвели от вас и не допустили в вашей жизни. Очень страшных и ужасных вещей, которые могли бы с вами случиться, но высшие силы их отвели. Я не буду их перечислять, нет смысла в этом, и вам незачем об этом знать. Вам неприятно будет это слышать, я это понимаю, я это вижу. Так что не будем травить друг другу сердца, да, я не буду об этом говорить. Просто знайте об этом, что высшие силы, что могли, то и сделали. И очень много страшного и плохого от вас отвели. И еще отведут, кстати. Это еще не конец, еще отведут. Вижу, что у вас какое-то особое предназначение. Это особая роль, особая миссия в жизни, к которой вы всю жизнь идете. И также показано, что тут уже идти совсем недолго. Тут уже прям совсем рядом вот знак Султана вышел. Скоро вы поймете, что высшие силы хотят от вас. Скоро вы поймете, в чем ваше предназначение. И скоро вы этим будете заниматься. Опять же, вы все разные, у каждого будет свое. И то, что ваше, от вас никогда не уйдет. И вы точно не ошибетесь, что конкретно вы должны делать, что конкретно хотят от вас высшие силы. Люди, подобные вам, они посланники небес, они несут в себе свет, и они эту землю, нашу с вами землю, да, они ее освещают. Такие маленькие островки добра, где страждущие души могут найти и помощь, и спасение. Вы можете быть преподавателем, вы можете быть эзотериком, вы можете быть целителем, вы можете быть там, не знаю, грамотным юристом, медиком можете быть, да? Помогать людям, спасать людей, быть островком доброты и веры. Но здесь точно ваше от вас не уйдет, и своим вы точно будете заниматься. Я вот сижу, и меня прям дрожь берет от этой отсыпки. Очень мощная энергетика идет. Это ваша энергетика. Еще я вижу, что вы очень невосприимчивы к критике. То ли вы выработали в себе это качество, то ли вы с ним родились. Кто бы вас ни критиковал, вы все равно будете делать свое. Вы никого не станете слушать и никогда не будете критику принимать близко к сердцу, если она направлена против вас. Но если критика направлена против хорошего, благородного человека или родного вам человека, вас не остановить. И еще здесь показано, что у вас есть какое-то особое видение. Вы видите людей. Вы видите их не так, как все. Вы их видите под каким-то своим особенным углом. То есть лицемера, обманщика, подлеца, мошенника. Вы сразу видите. У вас на этого человека даже какая-то реакция может идти. Вас очень сложно запутать. У вас очень серьезные не только интуитивные способности, но и еще очень серьезные ментальные способности. Вы очень легко и быстро обучаетесь. И опять же, это тоже причина для зависти.
Причем у многих отыграется, что поэтому и завидуют. Да? Вы видите людей, вы понимаете, кто хороший, кто плохой. Вы не позволяете негодным людям творить под маской добра зло. Да, вы всегда вот этих людей видите, раскусываете и еще придаете огласки. Вот за это тоже вас не любят темные силы, и плохие люди за это вас не любят. Но ваше это особое видение, особый дар, талант помогает не только вам, но и другим людям, да, избегать каких-то темных моментов в жизни. И еще здесь показано, что вам очень сложно найти счастье в любви, потому что к вам притягиваются какие-то вот люди, они вот как сирые, убогие, такие несчастные, немножко покалеченные. Люди, у которых неполноценная энергетика. В основном к вам притягиваются так называемые пресловутые вампиры, да, которые с вас тянут, которые за ваш счет живут, которые питаются вашей энергетикой, которые на вас вот прям садятся и ножки свешивают, да, вы их жалеете, вам их становится жалко, вы стараетесь помочь, вы понимаете, что душа заблудшая, путаете чувство заботы, вам любви, и отсюда у вас такие вот драматические истории именно в любви, именно в личном идут. Но здесь показано, что ваш идеальный человек, либо тот человек, с кем вы свое счастье найдете, он есть, он существует. И в жизни вам встречи с этим человеком не избежать. Вот как бы вы далеко друг от друга не были, либо как бы там зло не закрывало вам друг другу глаза, не затуманивало вас друг от друга, вы все равно друг друга найдете. Вы все равно к друг другу притянетесь. И пережив целую серию драматических разочарований именно в личном, вы счастливой станете. Ваш спутник, ваш партнер, он вам не только любовь всей жизни, он вам еще и самый лучший и преданный друг. Друг, который вас во всем будет поддерживать. Это тоже показали. И это еще идет как обещание небес. Вот он как ваш телохранитель мне идет, да, человек, который будет вас еще и оберегать. И оберегать именно от каких-то вот мелких, да, происков зла. Это у вас впереди показано. А так вам все дороги открыты, все пути. Верьте в себя, делайте то, что должны делать. Никогда в себе не сомневайтесь. Смотрите, как ваш род, да, очень верит в вас. Небеса в вас очень верят. Добрые люди в вас верят. Вам нельзя в себе сомневаться. Никогда не допускайте сомнений и никогда не опускайтесь в пессимизм. И тогда все у вас будет именно так, как здесь прописано. Вот этот знак султана вы точно обретете. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.